Всем привет, друзья! На улице теплый вечер. После проливного дождя поливало целый день. Солнышко скрылось уже за горизонт. И у меня впереди вечерняя проверка продольников. Но до того, как поехать на проверку продольников, я с вами решил поделиться очень приятной для меня новостью. Ну и в принципе и для вас это тоже приятная новость, потому что здесь в этой посылке мне пришла посылочка. Что-то в двух экземплярах. Один экземпляр остается мне, а второй экземпляр достанется кому-нибудь. Одному из счастливчиков, из подписчиков моего канала. Не будем тянуть кота за хвост. Смотрим, что же мне пришло. Никак. Ну вот, получилось. Не прошло и полгода. Так, что у нас здесь? У нас, друзья, вот таких вот два прекрасных термоса от фирмы Bobber. Ссылочку я, естественно, оставлю в описании. Вот один, вот второй даже не будем доставать. Вот этот термос, друзья, будет разыгран и достанется одному из подписчиков канала Коми Рыбак. Но этот, естественно, я оставлю себе. Сейчас мы поближе посмотрим, что это такое. Вот такая вот фирменная упаковочка. Bobber Lek 72 часа держит холод, 48 часов держит тепло. Мы это, естественно, проверим. Я сейчас... Ну, сколько вам дать времени? Давай, пусть будет 2 недели. Через 2 недели я разыграю этот термос. Не этот, а вот этот. Этот я оставлю себе. Давай посмотрим. Вот в такой он фирменной, друзья, упаковочке. Вот такой тубус для него. Паспорт, все дела. И вот сам термос. Термос Bobber. Вот такая вот крышечка. Вот такое вот узенькое горлышко. Необычное. Я что-то привык, что они горлышко широкие. Это вот такое вот узенькое горлышко. В общем, я думаю, термос неплохой. А я обязательно же проверю за эти 2 недели, за какое время вы должны будете что сделать, чтобы получить вот этот второй термос. Это, естественно, вы должны быть подписчиком канала Коми Рыбак. В этом ролике написать комментарий со словом «участвую». Ну и поделиться этим роликом в своих соцсетях. Контакт, Одноклассник, без разницы. И в комментариях скинуть ссылочку на вашу соцсеть, на запись, чтобы когда будем проводить розыгрыш, я мог зайти по этой ссылке и проверить, поделились вы этой записью, не поделились. В принципе, ничего сложного. Через 2 недели, ровно через 2 недели, мы с помощью программы Лизонер определим единственного победителя, который получит вот этот второй термос. Один термос мне, а второй счастливчику, подписчику канала Коми Рыбак. В описании ссылочку дам на этот производителя этого термоса. И еще будет действовать промокод
К Рыбак. Коми Рыбак. Ссылочку на промокод я тоже оставлю. По этой ссылочке, если даже вам не повезет в розыгрыше, можете заказать и приобрести этот термос со скидкой 10%. Ссылочка вроде действует, промокод действует не постоянно, промокод действует вроде бы там в течение месяца, но где-то так. Конкретнее я укажу позже, когда буду проводить розыгрыш термоса. Ну вот, вкратце и все. Поделился с вами с приятной вестью. Не только мне, но и думаю, кому-то, одному из вас будет тоже приятно получить такую посылочку. По России отправлю сам за свой счет. Так что принимайте участие. Подписывайтесь на канал. Ровно через 2 недели. Сегодня у нас 22 сегодня, да, у нас? Да, 22 сегодня у нас мая. Это сколько через 2 недели? Вот считайте, там где-то в районе 7-8 июня. Давайте 8 июня проведем розыгрыш данного термоса. Ну а теперь уезжаю на речку проверять продольники. Ну вот, друзья, как мы и договаривались, у нас вечерняя проверка. Солнышко прячется за горизонт. Целый день поливал, дождь просто ливнем. Но в этом есть и свои плюсы. Я собрал просто огромное количество червей. Половину 10-литрового ведра без земли. И можно было еще собирать. Короче, у меня теперь запас червей есть. Теперь главное их сохранить. Ну что, приступаем к проверке. Утренняя нас порадовал сегодня улов. Сейчас посмотрим, что нам скажет вечерняя проверка. О, хорюзок. Так, еще там что-то идет. Язь. Хороший язь. Еще там что-то идет. Так, еще один хариус. Вот такой вот, друзья, улов. 2 хариуса. Вот раз, два. Хариуса уже успели немножко уснуть. И язёк. Инскадан. Отлично. Просто замечательно. Вот такой вот красавец язь. О, еще немножко бы и ушел. Но не судьба. Видать, был мой. И второй хариус. Хариус появился на печоре, значит, это хорошо. Это отлично. Он 2 хариуса, 1 язь. Замечательно. Значит, когда вода упадет, будем ловить хариуса на мушки. Так, что, наживляем, отпускаем. Все как обычно. Так, что у нас здесь? Что-то есть. Что-то вроде есть. Ага. Так. Еще плюс язык. Еще плюс язычек. Такой вот средненький.
средних размеров. Так, что еще там? Что-то есть. А, что-то еще есть. Я уже думал, все. А там еще ездок. Ну что, попробуем так. Подъезд. Кстати, вот таких средних яськов, подъязков, самые вкусные получаются консервы. Когда соберу. Ну, не сейчас, сейчас пока надо подсолить сначала, а потом обязательно сделаем консервы в автоклаве. Потихонечку растет, и это радует. Энскадан. Леска снизу, значит, возможно, что-то есть. Угу. Так, что-то есть. Пока есть. Ну и теперь уже, наверное, точно есть. Так, там еще что-то вроде бы есть. Этот кузовок, вот видите, без сачка, он бы уже ушел. Так, там что-то еще есть. Там что-то еще идет. Вот так вот. Хорошо. С сачком просто замечательно. Вон тоже ездок сорвался, но уже в сачке. И чем хорошо сачок с лески, крючок хоть не цепляется. А там я прошлый год, помню, с капроновым сачком полчаса потом эти крючки освобождал с нитки. Вот 2 штуки еще плюс Янскадан. Потихонечку прибавляется. Так, натяжечка вроде бы есть. Что-то есть пока. Что-то дергает, что-то идет. Вот оно. Опа, промахнулся. Вторая попытка. Попал. Там еще вроде бы что-то есть. Язык. Так, а там что у нас? Не вижу. Еще один язык. Ну вот, еще добавок. Янскадан потихонечку прибавляется.
Такс. Ага, что-то есть. Что-то рядом. Не понял. Вот так вот. Что-то все запутано. Это или язи попадали, или налим. На таком течении не так-то просто спутать продольник. Может быть, и налимчик похулиганичал. Ничего. Один язык попался, и то хорошо. Шершавенький. Так, +1. Энскаден. Ну что, блин, сейчас придется все это распутывать. Ладно, распутаем. Так, что-то есть. Пока. Раз. И на матрас. О, ушел. Если бы не сачок, он бы до лодки точно не дошел. Так что сачок, что ни говори, помогает. Спасибо, Игорь. Блин, пока распутывал продольник, уже темнеть начало. Туман еще опустился. Так, что смотрим дальше. Так. Что-то дергает пока. Вот он. Вот он идет. Все, уже не дергает. Опа. Чуть было не обманул. Притворился, что ушел. Здесь течение тихое, слабое. И это у него почти получилось. Ну, почти. А ты бы не ушел никуда. Заглотил даже лодка. Так что полезай в кузовок. Так. Что у нас там? А у нас там что-то идет. На последнем крючке. Похоже на яська. Ну, вот так вот. Был язёк и нет яська. Борзанул, решил без сачка. Пусть плавает тогда. Бульк. Губа порвалась, и все. А сачком бы мог бы оказаться в ведре. Вот так вот. Все-таки надо пользоваться сачком.
Опа, ушел. Ушел. Не дошел до лодки. Хороший ясь был. Зато вон кто дошел. Бычок под каменщик. Из тиховода. С одной стороны тоже плохо. Ладно, значит не мой. У нас еще продольник есть. Что-то маленькое дергает. Ёршик, наверное. Уже не дергает. Нет, жиганчик. Хорезок. Вот он, хороший мой. Будет сегодня малосолка. Будет. До этого продольника поймал еще вон этого язя. И наши ведерочки прибывают. Блин. Пока распутывал продольники, уже темнеть начал. Ничего, скоро домой. А дома сегодня приехала моя веселая семейка. И замутили они шашлычки. Так что Ромка сейчас жарит шашлыки. Собирается ехать в Ухту. Так что сегодня у нас будет веселый вечер. С шашлычками, с малосолочкой. Ах, посидим, поговорим, вкусняшек поедим. Скоро. Хоть дождь прошел, и то хорошо. А то сегодня как палило. Вот я успел только утром проверить. Ну, уже крайние продольники проверял. У меня уже начало мочить потихонечку. Домой приехал. Как палило. Ну ничего. Зато смонтировал ролик. Уже выпустил его. Вы уже смотрите сейчас его. Комментируйте. Приеду, если успею, еще буду на ваши комментарии отвечать. Так что сегодня у нас по сельхозработам выходной был. Ну ладно, выходной тоже надо делать. Тем более сегодня по церковному календарю какой-то праздник круговой. Работать, сказали, нельзя. Надо отдыхать. Мы так и сделаем. Так, все, насадили. Здесь тиховод идет глубокий. Я так думаю, здесь можно попробовать покидать даже спиннинг. Но видишь, кустов много. Жалко будет, если зацепится. А так, щука здесь неплохая плавает. Вы сегодня сами все видели на утренней проверке, что она сделала с язем. Сейчас я, если уже камеру не выключил, покажу, как мы передвигаемся от бутылки к бутылке. На иномарке, конечно, это намного удобней, чем на вихре, но шестом здесь толкаться не достает, большая глубина, только так. Ну вот, на камеру даже заводиться не хочет вихрюшками.
Главное при передвижении якорем не зацепить верхний продольник. На иномарке, конечно, удобней задним ходом ездить. Так, опа-на. Опять все запутано. Что-то опять здесь было. Что-то все запутало. Ну вот и крайний продольник. Сейчас посмотрим, что он нам даст. Или может ничего не даст. Глубина, конечно, здесь впечатляющая. Так, что у нас там? Натяжечка вроде бы есть. Ага, что-то пока есть. Так, уже здесь. Опа. Ух ты. Да что ты. Хитрый какой язь, а? Какой хитрый язь. Так, там еще что-то есть. Да что ты. Ну ты шустрый боевой язёк. Там что-то еще дергает. Так. Не видно уже нифига. Так, где-то здесь должен быть рядом уже. Опа. Попал. Попал. Ну вот Янскадан. Хороший язык. Под занавес. Такой вот язык. Так. Крючка уже не вижу, запутался. Ну вот, вот такой вот красавец. Вот такой у нас улов. Чуть-чуть, буквально совсем на немножко поменьше, чем утром, но тоже нормально. Почти полведерочка. Так что, друзья, не зря мы вечерком сходили. Пораньше выйти не мог, потому что был дождь. Ждал, когда он прекратится. Теперь зато сухой. Но зато стемнело. Ничего страшного, успели, насадили. Значит, завтра будет у нас опять рыбка. Так что смотрим канал Кумирбак. Не забываем про термоса. Скоро розыгрыш. Удачи! Да пусть победит самый счастливый. А мы это скоро узнаем. Через 2 недели. Всем пока и до завтрашней проверки. Завтра утром здесь же, на этом месте, мы будем опять проверять наши продольники. Всем пока.